Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. На маёй асабістай старонцы ў Фейсбуку таксама зараз ужо ідзе гэты стрым. Гурт Трубецкой буквально днямі прэзентаваў свой новы альбом «Зашевелит бит». Яго ўжо можна паслухаць на старонцы гурта ў сацыяльных сетках. Цікава, што тэксты песень пісаў, як зазначаюць музыкі гурта Трубецкой, зусім не рокер. Што, праўда, не зрабіла новыя песні гурта менш рокавымі, чым звычайна. Ну і ввогуле пра тое, чым адметны гэты новы альбом, мы і пагаворым з маімі сённяшнімі гасцямі ў студыі. А гэта вам будзе дзіўна, канешне, але это музыкі гурта Трубецкой. Павел Булатнікаў і Руслан Владыка, гітарыст і вакаліст. Добрый дзень. Дзякуй, што дайшлі. Дзякуй, што пазвалі. Паклікалі. Заўсёды прыемна. Павел, так. Новы альбом. Як ён пісаўся? Цяжка, не цяжка? Што стала штуршком? Была нейкая канцэпцыя, ідэя? Я на расійскую перейду. Як вам зручней? Писался он по-разному. Самое главное, что это отличает наши предыдущие все записи. Писали мы уже своими силами. То есть не прибегали к помощи знаменитого норвежского продюсера Снорре Бергерута. То есть и писали это все дело в Минске. Вот. И сам продюсером выступил, одним из самых продюсеров выступил наш гитарист Руслан Петрович Владыка. И Руслан подсядел вот этого норвежского продюсера. Да, мы решили воспитать Бабу-Ягу в собственном коллективе, то есть не брать со стороны. И опыт оказался очень удачным. То есть нам кажется, что за звук, который отвечал Руслан, не стыдно. Руслан, калі пра гук гаварыць, вот чым адметны адрозніваецца, скажем, Трубецкой гэтага альбома ад Трубецкога альбома папярэдняга? Ну, адрозніваецца так, нейкімі нюансамі. Так, самое главное, то есть я скажу так, что этот альбом был более осмысленный, то есть когда мы его писали, мы уже представляли себе концепцию того, какая должна получиться пластинка, образно говорю, пластинка. Хотели, чтобы это было задорно, чтобы это было, самое главное, не заунывно. Вот. И в итоге, как нам кажется, получилось. Да рэчы, вось я калі слухаў, я ў прынцыпе прыхільнік больш такога, больш мягкага рок-н-рола, можа быць нават такого рытм-н-блюза, а вот мне падалося так даволі так энергічна, я б нават сказаў, для мяне цяжкавата. Это такой вот ваш сённяшні стан душы музычнай вашей? Да, это была концепция, то есть мы решили все-таки сделать альбом, который бы понравился прежде всего нам. То есть, и поэтому, когда работали над материалом, то есть, самый главный критерий был, чтобы нравилось музыкантам. Чтобы нам потом это, доставляло удовольствие исполнять на концертах. Вот это главное. Не толькі такая навінка гэтага альбома ў тым, што Руслан стаў такім саунд-прадюсерам, але і аўтар тэкстаў. Вот як вы падыходзілі да таго? Наш давний друг, небезызвестный многим Сироп, обратились к нему с предложением, может быть, он захочет поработать в необычном для себя жанре, хотя, конечно, у него богатая история, то есть он работал, занимался рок-музыкой, но все-таки он больше, так скажем, R&B исполнитель, да, рэп-исполнитель. То есть и нам было интересно, получится ли это сотрудничество. Как оказалось, Сироп талантлив еще и в написании рок-текстов. Так что вот... там большую часть текстов написал Сироп для этого альбома. А чаму вот менавіта Сироп? Калі вот нема у цябе, да прыкладу, такой паэтычнай жылкі, як кажуць, чаму там не звярнуцца да якога-небудзь масцітага паэта, вядомага, там, я не ведаю, там, Адама Глобуса, там, ці яшчэ кого? Не хотели мы идти по избитому какому-то пути, обращаться к именитым, тем более, что нам кажется, что история по поводу «нет пророка в своем отечестве» — это не про нас. Мы как раз постарались людей, которые рядом с нами,
использовать максимально для того, чтобы получить какой-то результат. Более того, сразу рождалась музыка, затем текст. И Сироп больше других чувствовал эту музыку, и текст очень органично вписывался. Да, в более того, данную самое главное, музыку, что мы пытались уже даже сделать сразу же аранжировку, чтобы понятно было настроение песни. Но многим авторам это помогает. Да. А Сироп вот это прочувствовал. Да, он По мне, действительно это прочувствовал стало, от начала до конца и понял, как нам казалось, донес смысл узла. Да. Ну да, сапраўды ёсць некалькі варыянтаў напісання музыкі і тэкстаў, альбо там бярэцца верш, пішацца на яго музыку, альбо вот музыка адначасова з тэкстам, альбо такія варыянт, што музыкі пішуць, ну як кажуць, рыбу, і паэт накладае тэкст. Але калі вот такая сітуацыя, як у вас зараз, было, скажем, вот Павел ці Руслан напісалі музыку, прынеслі запіс рыбы, як кажуць, сіропу, і сказалі, вот нам падаецца, што тэкст тут у гэтай песні павінен быць пра гэта, але ты ўжо тут вот зрыфмуй. Мы, если давали какие-то минимальные какие-то наводки, то есть, наоборот, пытались оставить человеку максимум широты для творчества. То есть, знаете, когда ставят рамки, типа, я хотел бы, чтобы эта песня была, там, не знаю, об этом, а это не об этом, то сразу же у автора, ну, как бы, есть рамочки, которые его сужают. Мы говорили, нет, Сироп, вот ты чувствуешь, может быть, песня об этом, может быть, об этом, Полный карт-бланш. Да, да. Але у вас у альбоме ёсць як рускамоўныя песні, так і беларускія моўныя песні. І тут быў карт-бланш у Сіропа, на якой мове пісаць? Нет, белорусскую мовную песню для нас писал Денис Валентюркевич, по-моему, да? Идея его была, а вот уже оформил, редактировал эту песню Александр Помидоров. Да. И написание там было, ну, мы уже рассказывали, может быть, про это, ну, может, кто-то не знает. Просто я вспомнил, что вот давно нам прислали этот текст, там он был даже с музыкой, но я услышал, прям реально услышал припев этой песни. «Рвется тишиня», то есть, типа, я знал уже приблизительно, как она должна быть сделана. Я быстро звоню Руслану Петровичу, говорю, по-моему, я знаю, как сделать эту песню. Типа, есть припев. Руслан Петрович откликнулся, мы быстро очень склепали этот трек, то есть, ну, вот как-то так. То есть, то есть концепцию адразу не закладалася, что тут у нас там 75% повинно быть на русской? Да не, мы вообще про это не думали, то есть про русский, белорусский, то есть как ложилось, так ложилось. То есть у нас задача как на радио, что 75% белорусского мовного, ну такого не было. Ну, паколькі мы ўсё ж таки прыйшлі паспрабаваць прэзентаваць что-то з новага альбома, і вот Руслан узяў з сабой гітару, каб недарэмна цягнуў з сабой інструмент. Да. Доставайте свой рояль из кустов. Я зэб гармоник. Ну, не знаю, давай что, сердце? А давай. Нават сумные дни, не самотные мы, толькі ў сэрцы маім зноў няма цішыні. Можа быць і дарма, але гэта мне трэба, і ў вачах маіх блакітнае неба. Рвецца цішыня, калі граю я, не здаецца, б'ецца маё сэрца. Як выходзіш спяваць, сэрца рух не стрымаць, сэрца песню пакажа, мне так і трэба. Нават сумныя дні, не самотныя мы, і ў нашых вачах блакітнае неба. Рвецца цішыня,
Калі играю я, не здаецца, б'ецца. Хопіць цішыні, гэта граем мы, не здаецца, б'ецца. Маё сэрца. Ну, я вам скажу, что, по-першае, і тэкст верш вельмі добрый, і, по-другое, і в акустычным варианте качае песню. Ну, да. Нам кажется, что это вот одна из немногих песен, которая из альбома, ну, можем исполнить ее в акустическом варианте, потому что все остальное достаточно рифовое и, ну, блин, не совсем музыка для акустической гитары. Да, для фестиваля груши. Ну, не ведаю, я неяк слухаў акустычны альбом Металлики, так само вельмі так добра гучыць. Это нужно отдельно аранжировать, то есть это нужно отдельно заниматься. У нас, к сожалению, пока просто даже времени не было сделать акустический вариант альбома. Но, может быть, все впереди. Мы как раз сделаем и придем к вам презентовать полностью альбом. Гэта было б выдатна. Павел, да. А вот я вот памятаю, мы там пэўныя даўнія часы былі знаёмыя, ты такі быў, як это сказаць правильно, такі любімец дзевачак. А вот такая музыка, яна дазваляе заставацца любімцам дзевачак, ці это уже на іншую аўдыторыю разлічана? Вы знаете, я как-то пару раз сказал, типа, что это музыка для пацанов, и потом получил кучу комментов в наших соцсетях, где девочки написали, типа, что ты решил, что тяжелая музыка не нравится девчонкам. То есть, и я после этого уже стараюсь, ну, как-то так аккуратнее с этим делом. Ну, понятно, что, то есть, я не претендую на роль лирического героя, то есть, не совсем наша история, но... Как-то так. То есть музыка, короче, для тех, кто любит пожестче. Я так зразумеў, что вот и новый имидж, вот это как образ лиричного героя канчаткова неяк так адрынуць ад себе. Немного есть. Ближайшим часом почуем презентацию нового альбома в Минску. Мы очень надеемся, что вот в планах так прям ближайших нет, но пора в родном городе давать уже концерт. Я думаю, что, ну, может быть, по осени. То есть, сделаем большую презентацию. В планах есть. Ну, обязательно, чего же нет. Потому что, получается, город немного так, родной город, но обделен. Мы что-то чаще выступаем там в Москве, в Питере, а в Минске как-то так не сложилось. Да, я поглядел, у вас ближайшие концерты завтра уже, здаецца, отлетаете там Астана, Алмата, а потом там Москва и так далее. А да. Вот Минске обделены. Да, поэтому надо как-то исправлять эту ситуацию. Надеюсь, что мы исправим. Да? Шеф дает нам шанс реабилитироваться. Да. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и промова. У нас в гостях музыканты гурту Трубецкой, Павел Булатников и Руслан Владыка. Вернемся праз хвилину. Нам в этом доме все очень знакомо. На плавниках есть у каждого номер. У тех, кто в нем выжил, у тех, кто в нем помер. Я в зеркалах отражен, этим я поражен. Нет сильнее стекла, чем эти зеркала, эти зеркала.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Расія лічыць правільным паглыбляць узаемадзеянне з Беларусю ў рамках саюзнай дзяржавы. Пра гэта Пуцін заявіў падчас свайго штогадовага паслання да федэральнага сходу Расійскай Федэрацыі. Адбылося гэта сёння. У той жа час сёлета саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі спаўняецца 20 гадоў. Расійскае выданне Лента.ру высвятляла, на якім этапе знаходзіцца працэс інтэграцыі, колькі гэта каштуе расійскім плацельшчыкам. На аб'яднанне з Беларусю змарнаваныя дзесяткі мільярдаў, але вынікаў няма, піша Лента.ру. Міністэрства ўнутраных справаў паведамляе, што высветліла падрабязнасці жорсткага збіцця 17-гадовай школьніцы ў Мінску. Відэазапіс інцыдэнту трапіў у сацсеткі. Міліцыянты даведаліся, што здарэнне адбылося ў ноч з 4 на 5 лютага. Нападніцай апынулася раней судзімая футбольная фанатка. Яе ўжо раней судзілі і за крадзяжы, і за напады. На днях яна атрымала 2 гады хатняй хіміі. У Грузіі аўтарцы відэаўрокаў пра сексуальную асвету для дзяцей пагражаюць згвалтаваннем. Хація Ахалая, заснавальніца грузінскай асацыяцыі працы і асветы, сутыкнулася з агрэсіяй у сацыяльных сетках. Кампанія супраць яе пачалася пасля таго, як яна размясціла ў інтэрнэце відэаўрокі, прысвечаныя сексуальнай адукацыі дзяцей. Аўтарка сцвярджае, што ў сеціве пагражаюць не толькі ёй, але і яе мужу і нават дзецям, у тым ліку згвалтаваннем і смерцю. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы працягваем прэзентацыю новага альбома гурта Трубецкой «Зашевелит бит» разам з удзельнікамі гурта Павлам Булатнікавым і Русланам Владыка. Павел, от, дарэчы, ваш альбом выйшаў фактычна адначасова, выклалі свой альбом «Петля прыстрасця». Лічыцца, што калі гурты даволі вядомыя і папулярныя, калі вот такая накладка, то это не вельмі добра. Мае значэнне ўсё ж таки вот там, коли выкладается? Дело в том, что, насколько я знаю, то есть мы уже выпускали его со студии «Союз», и сроки были оговорены очень заранее. То есть, то есть мы не могли уже подвинуться там, или как-то изменить их. Ну, понимаете, есть какие-то законы шоу-бизнеса, которые, к сожалению, нам не подвластны уже. И поэтому, наверное, конечно, лучше разносить релизы, но мы сделали совершенно не специально, честно. Тым не менш, вот я вярнуся да гэтага пытання. Вот я казаў пра прэзентацыю новага альбома канцэртам. Звычайна, на захадзе так і прынята рабіць. Выпускаеш, записываешь альбом, тут же выпускаешь там, на нейкіх носьбітах, і тут же валіш нейкі канцэрт. Чаму вот у вас так вот разбежка такая? Перш можна паслухаць, а там уже... Вот у нас большая презентация альбома 3 марта в Москве. То есть большая площадка, Главклаб. То есть там, по-моему, порядка 3000 народу должно вмещаться. Надеюсь, что мы соберем. Надеюсь, что вместится. Надеюсь, что вместится, да. Поэтому так получилось, что презентуем мы в Москве. Да. Але вот записывали ў Мінску, але вот атрымліваецца так, что ён больш гэты альбом скіраваны для, не ведаю, там, расійскага слухача, спажыўца. Так получилось, что, наверное, 70% концертов мы даем все-таки в России. В России, там, не знаю, Казахстан и так далее. То есть сложилось каким-то вот таким странным образом, что в Беларуси мы в основном играем. В прошлом году это были всякие байк-фесты, хотя их было немало, разные праздники городов там и так далее. Но вот именно полноценных таких концертов клубных, почему-то у нас в последнее время здесь нет. А чему? Вот в чем причина? Я таки с коварным намеком. Да, я понимаю, куда вы клоните. Но я думаю, что и это тоже причина. То есть публика белорусская вас у асобку от Михалка не успрымае? Ці, может быть, Михалок какие-нибудь там козни строит? Я про козни ничего не знаю. То есть, пока, видимо, достаточно здесь коллектива Ляпис 98.
Вот, может быть, мы своим новым альбомом что-то изменим, и ситуация изменится. До речі, от вам у вашій творчості, вогуле у вашому музичному житті удалося от этого вот шлейфа ляписа избавиться? Ну, сложно избавиться от шлейфа, оставив себе часть названия предыдущего коллектива, как вы понимаете. Конечно, люди на концертах, ну, часто хотят слышать все-таки старые песни тоже, поэтому нам приходится такой делать, ну, такой микс, типа, из новых песен, из совсем новых, из старых, и совсем старых. Короче, ну, такое... Трубецкой 98. Ну, нет, 2019. Ну, то есть, ну, правда, люди приходят, и они хотят слышать и старые песни, потому что, ну, вот, нет у них возможности больше где-то их услышать живьем. А что со старого вы выконываете? Я без подколки, я пытаюсь для чего? Что ну, таки... самые известные, то есть там, ну, Котик, Яблони, Евпатория, Текинла, Харе, Принцесса. Ну, то что-то вот такое. Я до чего спытаўся, вот просто вот мы уже казали про то, что у вас ж таки вельми энергичный альбом, в принципе, как первый, так и другие. И вот играется в одном концерте такая вот энергичная вот эта вот ваша теперешняя сегодняшняя музыка, и пасля одразу гучать там Яблони. И вот мне подается такая диссонанс. Ну, Яблони мы подаем не с меньшей энергией. Да, то есть это звучит как... Ну, нельзя же весь концерт построить только на очень плотном звуке. То есть должны быть какие-то и провисы, ну, как в режиссуре, да, типа какие-то. Поэтому, ну, песня Яблони иногда очень хорошо оттеняет наш жесткий саунд. Дает передохнуть, так сказать, публике. То есть сыграли Яблони, потом, а зараз нормальная музыка да, для и, пацанов. в принципе, дальше понеслось. Вы сказали, что большасць, там, 80-90% концертов отбывается там Россия, Казахстан, СНД, скажем так. Да. Тым не менш, вот у вас зараз есть у программе и теперешней, и попередней песни на белорусской мове. Як там успрымаецца? Абсолютно нормально. То есть, ну, во-первых, у нас не очень сложный язык. Если кому-то, ну, охота понять, о чем мы поем, для наших поклонников не составляет труда найти перевод. То есть, поверьте, то есть, все достаточно образованные люди, поэтому белорусская мова не является там в России прямо уж такой, ну, это же не китайский язык. Поэтому я не вижу сложности. Мы исполняем белорусскомовные песни вообще без проблем. Просто я памятаю, что, скажем, годов 15 там тому казали, что, хлопцы, калі вы хочаце там выйсці на расійскі рынок, то вот з беларускай мовай там рабіць няма чаго. Але вот зараз сцвярджаюць, там Юзары, да прыклад, прыходзіў до нас у студыю, і ён казаў, что наадварот я там выключна по-беларуску, там по-англійску спяваю і на ура ўспрымаюць. Вот, то есть стаўленне змянілася? Нету там такого, то есть типа, что, мол, только по-русски, и более того, мы позиционируемся как коллектив из Беларуси, поэтому народ абсолютно нормально воспринимает песни на мове, вообще без проблем. То есть, по крайней мере, я не вижу прям такого отторжения. Атрымліваецца, что как бы нормально все, и можно працаваць, и при жадании галоўнае выходзіць туды. Я думаю, что если делать качественный материал, то вообще не важно. Ну, хорошо, давайте возьмем такой пример. Коллектив «Океан Эльзы», который был только украиноязычным, но он же был популярен на всем СНГ, несмотря на то, что, то есть, ну, как бы, может быть, не все понимали до конца слова, да, то есть это не являлось проблемой для восприятия музыки. Поэтому, ну, мне кажется, что язык точно не проблема. Вернемся яшчэ до вашего нового альбома. Я часто чую от экспертов там, ці просто слухачоў, что, ну, маўляў, а что мы будем слухаць вот новый альбом вот этого гурта, зразумела, что будет тое ж самое у тым же самым стылі, чаму яны там не робяць там некія пошуки, там некія там не добавляюць, там, я не знаю, там у свою качавую роковую музыку якую-нибудь R&B там, ці там яшчэ што-небудзь, такие новации, пошуки. Вы перед собой мэту ставили, а давай-ка мы ставим что-нибудь такое, ноу-хау какое-нибудь зробим. Прям уж таких прям ноу-хау мы не... Ноу-хау нам уже хватило синглов несколько. Да. То есть мы попытались все-таки сделать просто, ну, гитарную музыку, гитарный альбом. То есть если кому-то это кажется типа скучным, ну,
Не знаю, нам весело. Зато это честно. Да. Да, это от всего сердца, и, как правило, то, что честно, то люди это чувствуют. Ну, нельга казаць, што вот такая музыка, там рок-н-рол, в прынцыпе, больш цяжкі, менш цяжкі, але што гэта, маўляў, музыка для такіх ужо старычкоў, а моладзь на канцэрты ходзіць, не ходзіць, як успрыманне? Да, доходят. На концерте вот реально можно встретить людей и нашего возраста, это как раз те, кто пришли поностальгировать за старым материалом. Ну и что радует, то есть очень много молодежи. И эта музыка прежде всего для пацанов, которые мутят слэм, которые ходят на концерты. То есть это для как раз пусть для тех, кто любит это дело. Слэмовая такая музыка. Да. А не здаралася такого, что кто-то так сломанул, что там и шею себе сломал? Вот случай у нас был, что товарищ ногу сломал. Да. Если ты помнишь, Да. Был случай, да, что на слэме сломал как правильно, голеностоп. Ну, короче. А у такім выпадку там я ведаю, што ведаеце там в Амерыцы, калі б што б не здарылася, там засудзяць там уладальнікаў клуба, музыкантаў, кого завгодна там вот... К сожалению или к счастью, наши люди же не так избалованы, что по любому поводу начинают судиться. К юристам бежать. К юристам бежать, да. Поэтому, ну, как вот у нас такой практики нет. Дарэчы, Павел, вот, ну і Руслан, вот я так разумею, што кожнае інтэрв'ю, якое вам даводіцца там даваць, тым ці іншым бокам, но затрагиваецца там тэма ляпісаў, адносінаў з Михалком. Вам не надакучыла это все? Честно, уже достало. Правда. Потому что, мне интересно про это уже даже и столько лет прошло. Ну, правда. Давайте о чем-нибудь позитивненьком. Про позитивное. Ближайшие планы. Ну, вот мы сказали про концерты. Да. Ближайшие планы – это концерты. То есть, ну и самое главное, что мы решили не останавливаться. Я думаю, что... Как минимум летом. Как минимум летом мы выпустим что-нибудь еще. Ну, в виде синглов. И в скором времени будет альбом. То есть, короче, ближе к лету у нас есть задумки, так что... Вы только что выпустили альбом и уже рыхтуете фактически... Ну, готовый материал, да. Недорого обходится это все? Ці это не за свои гроши? Как не за свои? Ну, может, вы подписали контракт с каким-нибудь там... Нет, ребята, к сожалению, все приходится на свои кровно заработанные. Поэтому, да, это накладно, но что делать? Дарэчы, вот про грошы. Толькі альбом, как бы мовіць, вы яго записали, и фактично адразу яго можна было паслухаць на вот Трубецкой аккаунте у Фейсбуку. Наколькі это правильно? Может быть, там паспрабавалі б зарабіць на дисках, там, ці там яшчэ там на продажах? Насколько я знаю, диски вообще не воспринимаются. То есть, если только уже какие-то такие, знаете, меломаны из старого поколения, которые, привыкли, знаете, там вот альбом это то, что ты держишь в руках. Молодежь не воспринимает культуру там, носителей, не знаю, там, на компакт-дисках и так далее. То есть, типа, все есть в интернете, им это не надо. Ну, добро, выклали в интернет только на можно платных... похвастаться, что вот на сегодняшний день там мы стоим в топах новинки рок-музыки. Если вы наберете iTunes, то вы увидите, что в топах стоит наша песня «Зашевелит бит». Как рекомендуемая к прослушиванию. Дарэчы, все ж таки музыкой у нашей краіне можна зарабіць ці не? Как прожить? Мы кроме этого больше ничем не занимаемся. Поэтому, выглядим уже вроде неплохо. Ответ раскормленный. Я бы не сказал, что раскормленный. Но все равно не худышки. Да, наверное, сложновато, потому что, если говорить конкретно про нашу страну, может быть, не такой большой рынок у нас, в отличие от российского там, да, или СНГ всего. Но я знаю, что многие музыканты живут только тем, что занимаются музыкой. Вот приходили хлопцы со Стокса, The Stocks, Алексей Стоксы, и размаўлялі про тое, что в принципе яны как бы живут зараз на два города, Минск и Москва, нават может быть больше в Москве. У вас нема ў планах, раз все ж таки 80-90% концертов в России перебраться туды? Ни в коем случае. А что так? У меня был опыт проживания в Москве. Я понял, что это не мой город. Я не совпадаю с его, не знаю, темпоритмом, менталитетом и так далее. То есть мне комфортно, удобно в родном городе Минске. И
я лично никуда не планирую переезжать. Тем более сейчас современные технологии, самолеты летают, не знаю, там час, и ты в Москве. Так что я не вижу проблем. Канцэрты, можа быць, на заходнім накірунку плануюцца? Я не буду праводзіць параллеляў ніякіх. Да вы знаете, как получается? Мы же не то, что запланировали, типа, а давайте-ка мы махнем, не знаю, там, в Германию, да? То есть есть определенный порядок вещей. То есть, типа, если есть спрос, если есть промоутеры, которые согласны провести наш концерт, нам поступает запрос, и мы рассматриваем. Поэтому у нас вообще нет никаких запрещенных Запад там, или Восток, неважно. То есть позовите откуда-нибудь. Хотите, мы в Китай поедем, если позовете. А Украина? Як там? Вот есть концерты? Украина как-то в последнее время совсем немного. То есть в прошлом году, я не знаю, там, наверное, по пальцам можно пересчитать. Ну, видимо, там не до концертов им. Вот. Ну. Зразумела. Ну что, куплетик один. Еще одна Нет, песня. дякую. Все. У нас буквально 2 хвилины. Нет, ребята, теперь только слушайте нас уже в интернете, не знаю, приходите к нам на концерты, прилетайте к нам на концерт в Москву. Или приезжайте. Гэта, калі я не памыляюся, 3 марта. 3 сакавіка. Будем рады вас бачыць у Москве. Дарэчы, я ўжо прыгадываў юзары ўжо на заканчэнне, і на заканчэнне нашай размовы я ў яго так вот, просто ад балды спытаўся, кажу, вот юзары, ты ж такі да вот на афіцыйную сцэну выходзіш, там канцэрты за Беларусь, але калі б прапанавалі табе выступіць на Дзень волі на канцэрце 25 сакавіка, 24 в этом годзе на Дынамо плануецца, пайшоў бы ці не? Ён кажа, а мне ўжо прапанавалі, я пагадзіўся. Вот ваша пазіцыя. Калі нам поступит такая прапанова, мы с задавальненнем. Нема страху, што пасля этого мяне не пусцяць туды, там ці... Нема. Вот. Калі будзе такая прапанова, мы з задавальненнем. Гэта, што называецца грамадзянская пазіцыя музыкантаў. Дзякуй вялікі, Павел Булатнікаў, Руслан Владыка, музыкі гурту Трубецкой, гурту, які толькі што буквально 2-3 дні таму запісаў, ці, скажем так, выклаў свой новы альбом «Зашевелит бит». Можна яго паслухаць на розных пляцоўках, хто хоча на платных, хто не хоча на бесплатных. Тым не менш, дзякуй яшчэ раз. Дзякуй вам. Вам До сустрэчы. Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.